Здравствуйте! Вы смотрите «Вечерние новости» в студии Валерия Наумова. Главные темы выпуска. Состоялся запуск интернета в 43 населенных пунктах Якутии. Расскажем, какие планы у региональных властей по цифровизации региона. В Алданском районе продолжается досрочное голосование. Сейчас целью территориального избиркома являются производственные участки золотодобывающих предприятий. Завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Сегодня во время пресс-конференции наградили наших бойцов. Сегодня в торжественной обстановке состоялся запуск интернета через волоконно-оптическую линию связи в 43 населенных пунктах Якутии. Каким населенным пунктам будет доступен высокоскоростной интернет и какие планы у региональных властей по цифровизации региона, в материале Дмитрия Тымырова. К оптоволокну присоединился еще целый ряд населенных пунктов республики. Сразу в 12 улусах дали старт запуска сети интернет через волоконно-оптическую линию связи. Это большой результат. И это результат самоотверженного труда, в первую очередь, конечно же, работников Ростелекома. Я бы хотел выразить им огромную благодарность в сложнейших условиях и пандемии, и лесных пожаров, которые у нас этим летом были. Они мужественно выполнили свои задачи, преодолели все трудности. Я благодарен компании, каждому сотруднику за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая на самом деле дает возможность людям жить в самых отдаленных уголках нашей республики и быть на связи со всем миром. Так, с 2011 года Ростелеком инвестировал в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона более 5 миллиардов рублей. А по итогам 8 месяцев этого года линия оптоволокна стала доступна в 43 населенных пунктах Якутии. За 10 лет мы подключили 288 населенных пунктов к оптическим линиям связи. Мы дали более 88% населения доступ к высокоскоростному цифровому интернету. В этом году у нас есть 3 пилотных арктических территории, где запустили безлимитные спутниковые тарифные планы для жителей. Благодаря очередному запуску в Волс, Хангаласский район стал 4-м цифровым районом республики, где все населенные пункты подключились к сети интернет. Строительство волоконно-оптической линии связи охватило 7 муниципальных образований Хангаласского улуса. Это начиная с села Техпюр до села Исиль. И всех заречных масляков, включая труднодоступные населенные пункты. В каждом населенном пункте к оптической линии связи подключены социальные объекты, в том числе объекты почты, образования, медицины и иные учреждения. Отметим, что помимо Хангаласского, цифровыми районами Якутии считаются Нюрбинский, Чурапчинский и Мирнинский. В ближайшее время этот список должны пополнить северные и арктические улусы республики. Могу приоткрыть завесу, что 5-м районом будет Аймиконский. Да, в этом году мы подключаем последний населенный пункт вместе с компанией «Импульс», да, и, соответственно, у нас будет 5 уже районов, которые полностью подключены к интернету. Хочу еще сказать, что мы на Восточно-экономическом форуме обсудили с Ростелекомом подключение Анабарского района. Вот буквально сегодня коллеги подтвердили, что мы из Оленька через Жилинду пойдем в Соскалах и Юрюм-Хая. Это большой прорыв, мы выйдем впервые на Северно-Ледовитый океан и надеемся там на Юрюм-Хая подключиться к Волсу, который пойдет по Сибморпути. В планах руководства региона подключить к интернету Батагая, а также Колыма, Индигирскую группу районов. Таким образом, якутские населенные пункты начинают присоединяться к всемирной паутине интернет. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. На текущий момент в Нерюнгринском районе отмечается достаточно напряженная ситуация по респираторным инфекциям в целом, включая коронавирусную инфекцию. Эпидпороги по совокупному населению превышены на 30%. Подробнее расскажем в нашем сюжете. По сравнению с прошлой неделей прирост заболеваемости респираторными инфекциями составляет в среднем 40–45%. Несколько недель подряд заболеваемость коронавирусной инфекцией не снижается и остается довольно высокой. Регистрация лабораторно подтвержденных первичных случаев составляет более 100 в неделю. А вакцинация в Нерюнгринском районе проходит на недостаточном уровне. Количество привитых составляет около 23 тысяч, при необходимой потребности не менее 35 тысяч человек. Люди
подвержены влиянию средств массовой информации, социальных сетей, слушают, так сказать, не специалистов, которые дают ложную информацию о влиянии вакцины на человека, в том числе и чипирование. В общем-то, смешно действительно слушать такие. Маски, дистанцирование, санитарная обработка лишь частично помогают избежать заражения. Люди должны понимать, что вакцинирование – это основной метод профилактики осложнений при коронавирусной инфекции. В основном категория заболевших – это работоспособное население. Коронавирусная инфекция протекает по-разному. Сейчас в настоящее время в стационаре находится около 61 человека, из них 6 в достаточно тяжелом состоянии. Поэтому мы должны заботиться о себе. Хочется отметить, что возраст подверженных заболеванию снижается, и по всей стране заболеваемость среди детского населения возрастает. Случаи с летальным исходом, когда болеют даже младенцы, становятся не единичными. Обезопасить свою семью от тяжелых последствий поможет только вакцинация. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В Алданском районе продолжается досрочное голосование. Представители избирательных комиссий выезжают в отдаленные и труднодоступные места. Сейчас целью территориального избиркома являются производственные участки золотодобывающих предприятий, которые находятся в тайге, в отдалении от райцентра и населенных пунктов. Кроме того, с горнодобывающими компаниями ведется работа по организации на их территориях пунктов приема заявлений от вахтовиков по включению их в списки избирателей по месту нахождения, что даст им возможность для голосования на избирательном участке в дни выборов. С завтрашнего дня все участковые избирательные комиссии Алданского района приступают к своей работе, где начинается прием от граждан, не имеющие алданской прописки и готовы прикрепиться, отдать свой избирательный голос на выборах 17, 18, 19 сентября. Кроме того, они ведут прием заявлений от наших местных избирателей, которые в силу своих каких-то объективных причин в дни голосования будут отсутствовать непосредственно у нас в Алданском районе. То есть они имеют право открепиться от нашего Алданского района и прикрепиться к тому участку, где будут непосредственно находиться в дни голосования. В Якутске стартовали первые учения МЧС «Безопасная Арктика-2021», которые пройдут в Музее «Россия. Моя история» с 7 по 8 сентября. Участие в учениях совместно с МЧС приняли и ученые республики, выступившие с докладами об изменении климата в Якутии, о лесных пожарах и мерзлотоведении. Сами учения проходят в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина и проходят в 7 субъектах страны, которые включены в арктическую зону. В рамках данных учений привлечено более 40 докладчиков по различным научным тематикам. В настоящее время проходят сейчас круглые столы по темам изучения Арктики. Также в рамках этих мероприятий принимал участие глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев, который также является и представителем Русского географического общества на территории нашей республики. Активно тоже принимает участие и правительство республики в изучении Арктики, поддержке арктических регионов. Завершим наш выпуск новостями спорта. 4 сентября в городе Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Всего на чемпионате от имени республики участвовало 11 бойцов. Соревнования проходили в 13 весовых категориях, в которых по итогам второе место занял Василий Егоров и третье место Евгений Мартынов. Сегодня во время пресс-конференции серебряному призеру Василию Егорову вручили сертификат на сумму 300 тысяч рублей, а тренеру 150 тысяч. Также Евгению Мартынову подарили 100 тысяч рублей, а его тренеру 50 тысяч рублей соответственно. Дальнейшие планы: сейчас 12 сентября у нас будет учебный тренировочный сбор в Кисловодске, затем в Сочи, и в конце октября же будет чемпионат мира в Сербии. Тренерский штаб будет уже говорить на последнем этапе в Сочи, объявит список, кто будет участвовать на чемпионате мира. А потом, после чемпионата мира, будут уже также сборы и международные турниры.
Бронзовую призерку 16-летних Паралимпийских игр якутянку Степаниду Артахинову вместе с другими победителями Паралимпиады чествовали в Москве. Праздник спорта прошел в самом сердце страны у стен Кремля. Болельщики встретили триумфаторов яркой концертной программой, российскими флагами и, конечно, государственным гимном, которого им так не хватало в Токио. О том, как это было, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Российские паралимпийцы завоевали 118 наград, 36 из них высшей пробы. И сегодня Красная площадь, вся Москва чествует своих победителей и призеров. Вот они стоят на сцене. 9 лет мы этого ждали. Несмотря на все сложности, минуя все испытания, наши паралимпийцы доказали, они лучшие в мире. Рекордное количество наград, 4-е место в общекомандном медальном зачете. 17 раз российские паралимпийцы обновляли рекорды в Токио. И сегодня Красная площадь дружно скандирует чемпионам «Спасибо». Я видел, как вы хотели сначала попасть туда, победить, и вы это сделали. Вы не только олимпийские чемпионы или призеры, вы люди, которые ярчайшим примером являются для всех нас. В тяжелой схватке за медали под палящим солнцем Токио собраться и показать лучший результат — удел настоящих победителей. На трибунах японских арен из-за ковидных ограничений не было зрителей, но паралимпийцы все же чувствовали поддержку болельщиков. Держала связь с родными и завоевала бронзу, делится якутянка Степанида Артахинова. В смешанных соревнованиях по стрельбе из лука вместе с Баиром Шигаевым они победили команду Ирана со счетом 153-151. Мы ждали это 9 лет целых, да, но прошло очень-очень все быстро. Опомнилась уже все, что ли, подумала. Так, конечно, я не верила, пока я не начала стрелять в квалификацию, потому что, ну, мало ли, все равно, что вот эти ковидные ограничения, мы каждый день сдавали пробы, и все равно какой-то страх был. Безграничная сила воли и твердость духа позволили спортсменам выдержать непростое время. Сначала пропущенные игры в Рио, затем наложенные санкции на государственную символику в Токио. Но теперь напряженная борьба позади. Нашим чемпионам нет равных. Не за горами и следующая Паралимпиада в 2024 году во Франции. Ну а пока у триумфаторов отдых. По приезду в Якутск первым делом Степанида Артахинова планирует обнять своих родных и близких. Не было понимания, что вообще произошло, да, но все равно я не эмоциональный человек, чтобы там что-то кричать. Так сама по себе радуюсь и благодарю всех. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.